Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum barizg'ada. Siz tanıysiz bizim hafizni, Yusuf Ajin ulanı Göktepe'den, İstatistik'den. Takzam imam olup da işley. Kur'an'ın göğünden bile bizge Allah fırsa bugün Umar Asıfan'ın hakkında aytacak. Bu yanlı sibitki arısı veregenleyim inşallah yanlı yaşar bizge hani yanlı etecek nasihatlar. Bizge bunu faydalanmağa bizge de özgürlüğü de Allah nasip etsin Allah. Allahu 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 Allah. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrafil mursalin Maulana Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Дорогие братья, сегодня хочу рассказать о великом человеке, сподвижнике пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который является примером для каждого человека из умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху. Описывая Умара, говорят, он был высоким человеком, сильным, белым обликом. Еще его описывая, говорят, когда он ходил быстро, а когда он разговаривал так, что его речь заставляла слушать людей. А когда он бил очень сильно, очень мощно. Умар, радийаллаху анху, пока примет ислам, люди говорили, Умар, радийаллаху анху, не примет ислам, пока осел Умара не примет ислам. Он был настолько против религии ислам, что люди говорили такое. Описывая его в Таврате, говорят, он был мужчином крепким, как железо. Он был правителем суровым, справедливым. Он принял ислам в 6 году по хиджре. Аллах Джалля ва Аля дополнил этих 40 мужчин, которые следовали за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, которые уверовали в Аллаха. Этих 40 мужчин Аллах наполнил Умаром ибн аль-Хаттабом, радийаллаху анху. Умару в то время было 26 лет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа. Аллахумма а'изза аль-ислама би ахабба раджулейни илейка. О Аллах, возвеличь ислам с любовью двух мужчин к тебе. Би Умара ибн аль-Хаттабам или Абу Джахлям бни Хишамам. И среди них у обоих большая любовь была к Умару, радийаллаху анху. Еще пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, Аллахумма штаддина би Умар, о Аллах, укрепи религию с Умаром, о Аллах, укрепи религию с Умаром, о Аллах, укрепи религию с Умаром. Когда Умар, радийаллаху анху, принял ислам, Джибриль, алейхиссалям, спустился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и он говорит, я Мухаммад, истабшара ахлю самаи би ислами Умар, обрадовались обладатели небес принятием ислама Умаром. Кто такие обладатели небес? Это ангелы Аллаха, это творения Аллаха, которые поклоняются днями и ночами, которые не кушают, не пьют, не одеваются. Они поклоняются Аллаху Джалля ва Аля. Эти творения Аллаха обрадовались тем, что Умар, радийаллаху анху, принял ислам. Абдуллах ибн Мас'уд, радийаллаху анху, говорит, что его ислам был для нас открытием, для нас завоеванием. Почему? Потому что когда Умар, радийаллаху анху, принял ислам, они могли выходить к Каабе, делать намаз. Его переселение для нас было победой. Его правительство для нас было милостью, говорит Абдуллах ибн Мас'уд, радийаллаху анху. Давайте послушаем, дорогие братья, историю о том, как Умар, радийаллаху анху, принял ислам. Один из жарких дней в Мекке выходит Умар, радийаллаху анху, из своего дома, чтобы убить пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И видит его Нуайм ибн Абдуллах, и он говорит ему, куда ты отправляешься, я Умар? Умар ему отвечает, он говорит, я отправляюсь к этому смутьянину, который разделил племя курайшитов, который разделил дела курайшитов. И говорит ему этот Абдуллах, плохое твое решение, бессмысленное твое решение. Разве ты не знаешь, что твоя сестра и ее муж Саид ибн Заид ибн Амр, они оба приняли ислам. Они оставили твою религию. И в этот момент Умар, радийаллаху анху, поменял свой путь. Он пошел к дому Саида ибн Заида ибн Амра. Это получается зять Умара, радийаллаху анху. И он побежал туда, он быстро пошел туда,
он начал стучаться в их дверь очень сильно. И от того, что Умар, радиаллаху анху, сильно стучался, они узнали, что пришел Умар. В то время в доме были Саид ибн Зайд ибн Амр и сестра Умара Фатима бинт аль-Хаттаб и Хаббаб бин аль-Арад. Они вместе собрались для того, чтобы изучать религию Аллаха, для того, чтобы изучать аяты из Корана. И Хаббаб очень сильно испугался, он спрятался в углу дома. И они спрятали листки Корана и открыли дверь. И Умар, радиаллаху анху, говорит своему зятю: «Я вижу, что вы последовали за пророком, саллаллаху алейхи вассалям». И Саид ему отвечает, он говорит: «Истина не в твоей религии, я Умар». В этот момент Умар, радиаллаху анху, он очень сильно разозлился, он поднял Саида и выбросил на пол, и сел ему на грудь и начал бить по его лицу. И прибежала Фатима, сестра Хаттаба, и она начала разнимать их, убирать Умара ибн аль-Хаттаба. Умар ударил ее по лицу, и Фатима говорит ему: «Я аду Аллаха тадрибани аля имани биллахи вахидин ахад». «О враг Аллаха, ты ударил меня за то, что я уверил в единого Аллаха. Делай, что хочешь, но мы оба приняли ислам, мы уверовали в Аллаха, мы следуем за пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Поступай, как хочешь», сказала Фатима. «Мы свидетельствуем, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад, его посланник». Затем Умар, радиаллаху анху, увидел кровь на ее лице. Он пожалел за то, что он сделал. И после этих слов у Умара, радиаллаху анху, внутри как будто взорвалась бомба. Он очень сильно разозлился. Он говорит: дайте мне эти листки. И Фатима отвечает ему: нет, нельзя трогать эти листки без омовения. И он быстро побежал, чтобы взять омовение, сделать омовение. И он прибежал, когда он прибежал, у него текла вода в бороде. И затем он начал читать аят из священного Корана: «Бисмиллахир рахманир рахим. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى». Мы не спаслали тебе Коран, я Мухаммад, не для того, чтобы ты был несчастен, «Илля тадхкиратан лиман яхша», а только в качестве назидания для тех, кто боится. «Танзилан мимман халакал арда вассамаватил уля». Это ниспослание от того, кто сотворил небеса и земли. «Ар-Рахману аля арши става». Милостивый Аллах, который вознесся над аршем. «Лаху ма фис самавати ва ма фил арди ва ма байнахума ва ма тахта ат-thara». Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, и то, что между ними, и то, что под грунтом. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Если даже ты будешь говорить громко, ему все равно известно тайное и скрытое. Аллаху ла илляха илля хуа лахул асмаул хусна. Аллах, тот, кроме которого нет иного божества, и у которого самые прекрасные имена. Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху, заплакал. Он обнял эти листки и поцеловал их. И он говорит: нету сотоварища тому, кто не спасал эти аяты. Нету ему сотоварища. В какое-то мгновение Умар, радиаллаху анху, трансформировался, произошло большое чудо. Он принял ислам. И затем он отправился к дому Аркама бни Аби Аркама, чтобы сказать это пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И затем, когда сахабы узнали, что он принял ислам, они кричали ат-такбир, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, так что дрожала Мекка. Люди слышали эхо ат-такбира, и вот так люди узнали, что Умар, радиаллаху анху, принял ислам. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Это мужчина, очень великий сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он говорил, обращаясь к себе, он говорил: Ибн аль-Хаттаб,
Кунта вади'ан, ты был смиренным, скромным, Аллах Джалля ва Аля возвысил тебя. Кунта даллян, ты был заблудшим, Аллах Джалля ва Аля наставил тебя на истинный путь. И затем Аллах Джалля ва Аля сделал тебя правителем над всеми мусульманами. فَمَاذَا تَقُولُ لِرَبِّكَ غَدًا إِذَا أَتَيْتَهُ. Что ты скажешь Аллаху Джалля ва Аля, когда ты завтра станешь перед Ним? Он повторял эти слова. Он перед каждым куском еды он говорил: فَمَاذَا تَقُولُ لِرَبِّكَ غَدًا إِذَا أَتَيْتَهُ يَا عُمَرُ. Перед каждым глотком воды он говорил: فَمَاذَا تَقُولُ لِرَبِّكَ غَدًا إِذَا أَتَيْتَهُ. Перед каждой новой одеждой он говорил: فَمَاذَا تَقُولُ لِرَبِّكَ غَدًا إِذَا أَتَيْتَهُ. Что ты скажешь завтра Аллаху Джалля ва Аля, когда ты станешь перед Ним? У него слезы текли по щекам, пока на его лице не останутся две черные линии. Это Умар радийаллаху анху. Человек, который, когда слышал, когда ему говорили: бойся Аллаха, у него под ногами дрожала земля от боязни Аллаха Джалля ва Аля. Умар радийаллаху анху, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям и сподвижники тайно переселились из Мекки в Медину, Умар радийаллаху анху не мог тайно переселиться из Мекки в Медину. Он хотел сказать всем, показать всем, что он уходит, делает переселение. И он пошел, взял нож, кинжал свой, взял лук, закинул на плечо, взял стрелы и пошел в сторону Каабы. И там было полно курайшитов. Он видит их недовольные лица, он делает таваф, он сделал 7 раз таваф вокруг Каабы. Затем пошел в макам Ибрахима, совершил 2-ракатный намаз. И затем подошел к людям, и он говорит им: кто хочет, чтобы мать потеряла своего сына, или кто хочет, чтобы дети стали сиротами, или кто хочет, чтобы жена стала вдовой, я вон буду за той долиной, идемте туда, сказал Умар радийаллаху анху им. И Али радийаллаху анху говорит: за ним не последовали никто, кроме слабых, и Умар радийаллаху анху наказал этих людей. Умар радийаллаху анху один день, он ночью вышел и зашел один дом, второй дом, и за ним следит Талхат ибн Убайдиллах, тоже сподвижник пророка саллаллаху алейхи вассалям. И Умар радийаллаху анху зашел в первый дом, второй дом, затем на следующий день Талхат ибн Убайдиллах заходит в дом, смотрит, а там старая женщина. И она говорит, и Талхат ибн Убайдиллах говорит ей: что делал вчера этот мужчина у тебя? И она говорит: этот мужчина приходит, чтобы делать мне еду, кормить меня, чтобы убирать в моем доме, чтобы выбрасывать мусор из моего дома. Ля хауля ва ля кувата илля биллях. Он хоть был правителем мусульман, он ухаживал за всеми людьми, которые были у него там. Он ухаживал за старыми женщинами, за старыми людьми. А мы сегодня даже не можем ухаживать за своими родственниками, за своими бабушками, тетями. Это Амир аль-Му'минин, правитель мусульман, ухаживал за чужими женщинами, старыми женщинами. Один день Умар радийаллаху анху вышел на улицу и видит маленького мальчика, который стоит отдельно в сторонке. И он подходит к этому мальчику, Умар радийаллаху анху ему говорит: почему ты не играешь вместе со своими сверстниками, о сынок? Этот мальчик отвечает Умар радийаллаху анху, он говорит: я Амир аль-Му'минин, ма халакана Аллаху л'аб. Аллах Джалля ва Аля не сотворил нас для игр. И Умар радийаллаху анху ему говорит: ведь ты маленький, Аллах не спросит тебя, из-за этого Аллах из тебя не спросит. Этот мальчик отвечает Умару, и он говорит: я видел, как моя мать ставит маленькие дрова, чтобы разжечь большие дрова, большой огонь. И я боюсь судный день, и если я окажусь в аду, я буду этими маленькими дровами, чтобы разжечь большой огонь, сказал этот мальчик. И затем Умар радийаллаху анху заплакал так, что у него промокла вся борода. Этот сподвижник, которым должен подражать каждый мусульманин,
Мы, конечно, не можем делать все, что делал Умар, радийаллаху анху, но мы должны стремиться к тем вещам, которые мы можем сделать, которые делал Умар, радийаллаху анху. Дай Аллах нам тауфик, дорогие братья, делать Всевышнему Аллаху Та'аля шукру, просить у Всевышнего Аллаху Та'аля прощения, ва ахиру да'вана, ани алхамдулиллахи раббил аламин. Allah razı olsun kurbanlar. Bu orçetkeni, orç okuman bazanı. Rahat egenge orçet koymayı biz de kitebe gerekli. Onunla tavuk onda da orç okumukça da bile tek orç rahat. Kur'an'ın koğundan da bile daha bu kurban. Bizge Kur'an'dan da bir oku bir ayet oku bir majlisimiz bereketli olsun. Hatta alapsa iyi dakikada Palestin'de de okup koyacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم.